Сегодня друзья, родственники Владимира Николаевича Королева собрались для того, чтобы его помянуть 40-дневность. В его рабочем кабинете это стол, за которым он трудился, это его плакаты, стенды, наша земля, книги, карта звездного неба. Вера, как его муза, как его вдохновитель. Что? Тут сказать? Да. Как-то меня слово «навсегда» сегодня испугало. Очень трудно говорить. Но я очень рада, что мы собрались именно у нас. Конечно, немножко сложно было. Но здесь как-то душевнее, потому что он еще как будто с нами. Честно говоря, я не заметила. 32 года прожили вместе, просто не заметила. Как один день. Спасибо ему за все. Вам тоже. Ну давайте я продолжу. С детских лет. 40 дней прошло тяжелых. Ну что потом? Жизнь дальше идет. Старший брат у нас, нету его. Но вот очень много слов было сказано хороших во время поминки. Но он ведь не просто так, таким стал. Он с детства, у нас Володя был целеустремленным. Он с детства был организованным. 12, 13, 14, 15 лет. 8-летняя Кировская 8-летняя школа. Он просто так, мы его не помним, чтобы он просто так шатался по улице, как мальчишки. Он всегда заботился о нас. Придет из школы и говорит: давайте сегодня, я говорю от имени всех сестер, давайте к маминому приходу мы дома все приготовим. Валя идет за дровами, Надя идет за водой, Люда идет снег чистить, я за хлебом. В общем, это все он организовывал с детства. Пошли переходный возраст. Я тоже не помню, чтобы у Володи какой-то особый переходный возраст был. Он все время все равно был организованным. А почему? Потому что в те времена мы очень много читали. Володя тоже очень много читал. Он не то, что просто читал, он старался подражать своим героям. У него любимая книга была «Два капитана», любимый писатель Хемингуэй, любимый певец Высоцкий. С Захлёвым он рассказывал первые серии мультфильма «Ну, погоди». Поэтому он сам воспитывался, нравственность у него была такая высокая, он сам воспитывался на этих героях, и он с детства мечтал стать кем он и стал. Он с детства мечтал мечтал капитаном. Он очень рано начал мечтать поступить в Печорское речное училище. Как они с мамой, я помню, беспокоились, поступит он или не поступит, потому что ему мешало зрение. И он, чтобы его мечта это осуществилась, он эту таблицу, по которой проверяет зрение, он наизусть выучил. И он успешно поступил в это Печорское речное училище. Он очень был трудолюбивым. Трудолюбие я заключалось в том, что ему учеба-то не очень легко давалась, но он старался, он был отличником. Поэтому, когда в Кировской 8-летней школе дали путевку в Артек, вопроса не стояло, кого отправить. Сэр Володю отправили в Артек. Пошли первые фотоаппараты смена. Он организовывал с братьями, начал печатать фотографии. Он был у нас, лично я, разница между нами была 8 лет. Он был у нас вожатым в школе. Это не просто слово. Он после уроков собирал нас. 8 лет разница. Значит, если ему было 13 или 14, мне было где-то, я малышня еще была, но он после уроков приглашал на школу, и мы садились, он крутил в эти фильмоскопы, диафильмы, читал нам, что там показано. Это все было спроецировано на простую печку, которая в Киросе, у нас же простые печи в школе были, белые, вот. Он все это нас организовывал, подшефных. Со слов
классного руководителя Ванеевой Агнии Федоровны, даже в это лето, она сказала, заканчивает мой класс выпускной. Подходит ко мне Володя и говорит, Агния Федоровна, вы с нами много возились, но мы выпускной вечер организую я. И он говорит, полностью организовал этот выпускной вечер. Поэтому 15-летний парень заканчивает 8-летнюю, Кировскую 8-летнюю школу. Это такой уже человек, у которого дорога проложена. И он по этой дороге шел всю свою жизнь. Несмотря на то, что он был знаком, как сегодня говорили, с великими людьми, он очень сильно любил свою малую родину. Об этом уже говорили во время поминки раньше. Он никогда не забывал Керос, как мог приезжал, как мог старался поддерживать там людей и нас. Он очень любил свой родительский дом. И пока мог, ездил, пока мог, оберегал, как мог, так и ремонтировал то одно, то другое. Поэтому сегодня я предлагаю сейчас помянуть минутой молчания. Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Владимира. Прости ему все согрешения, вольные и невольные, даруй ему Царствие Небесное. Давайте минутой молчания вспомянем